Сегодня в России День науки. Дата приурочена к основанию Российской академии наук. Она была создана по указу Петра Великого ровно 300 лет назад. По традиции в этот день награждают состоявшихся ученых и начинающих исследователей. Как выглядит наука Удмуртии, увидела Елена Лебедева. В свой 300-летний юбилей Российская академия наук выглядит молодо и амбициозно. В зале торжественных приемов молодые ученые, которые уже достигли успехов, и те, кто только в начале пути. Константин Михеев сейчас занимается исследованием перспективного материала лазерно-индуцированного графена, который используют в электронике. Это область уникальная для Российской Федерации, потому что, насколько мы знаем, никто в России не занимается этим материалом. В то же время этот материал очень популярен в мировой научной среде, поскольку он очень просто получается, у него уникальные характеристики. В одном зале физики и лирики, практики и теоретики. Татьяна Сабирова, ученый-археолог, каждое лето выезжают на раскопки, а зимой с коллегами-физиками детально изучают находки. К примеру, женское ожерелье из бронзы может о многом рассказать. Мы выяснили, что там входят некоторые нетипичные для бронзы сплавы, и если в таких вещах встречается цинк, это сразу говорит нам, сигнализирует, что такой металл, либо вещи, украшения из такого металла, из латуни, они поступали к нам очень издалека, потому что ближайшие месторождения цинка встречаются либо в Северной Европе, либо в Средней Азии. Здесь отметили, в последние годы все больше молодежи интересуются наукой и становятся исследователями. Глава регионального правительства назвал молодых ученых будущим страны. Это совершенно не громкие слова. Особенно сейчас, когда складывается такая международная обстановка, исполняя поручение президента о том, чтобы добиться научно-технологического суверенитета, мы, конечно же, с большой надеждой смотрим на вас и со стороны правительства хотим сделать все для того, чтобы максимально оказать вам поддержку. Отдельные слова благодарности сегодня тем, кто занимается научными разработками для российской армии, которые показывают превосходство над иностранными аналогами. Ну а сами ученые называют два своих главных качества: упорство, которое заставляет отправляться на поиски нового, и чувство юмора. Без него в профессии не выжить. Елена Лебедева, Артем Пушин. Вести, Удмуртия.